Здравствуйте, уважаемые родители. С началом второго семестра. Очень рада вас видеть снова. Здесь в 205-м кабинете у нас просто небольшие вот правила. Давайте напомню вам, у нас самообслуживание. Подходите, не стесняйтесь. Наливайте себе чай, кофе, берите печеньки, пейте, ешьте. В этом плане очень все открыто, не стесняйтесь. Сегодня у нас сессия посвящена служению обществу. Давайте я напомню, кто я. Я являюсь координатором основной школы. Меня зовут Магрипада Сабайказа. И Ужан Кишибековна у нас координатор служения. Она будет сегодня презентовать вам, в общем, что такое служение обществу. Это у нас проходит только в основной школе, поэтому если будут вопросы, можете задавать в конце сессии. Но напоминаю еще раз правило, что данная сессия посвящена служению обществу, и вопросы мы задаем касательно служения обществу только. Да? То есть, если у вас какие-то есть дополнительные вопросы, вы можете остаться после и задавать их. Также после окончания встречи у нас, если есть желающие, мы попросим вас дать интервью, буквально 5-минутное вкратце, да? Здравствуйте. Здравствуйте, проходите. Давайте не будем задерживать вас и учителей, потому что у нас уроки, не начнем, да, наверное? Все, Ужан. Здравствуйте, уважаемые. Рада вас приветствовать. Спасибо за представление. Меня зовут Ужан Кишибековна. Можете обращаться просто Ужан. И надеюсь, сегодня в результате этой сессии я смогу вам очень доступно объяснить, что такое действие и служение, которое отражает всю программу нашей школы. Надеюсь, вы едете с хорошим пониманием, что выполняют ваши ученики, что это им дает, и как вы можете поучаствовать в этом. Смотрите, пожалуйста, здесь выставка в Назарбаев университете, которая выполнялась в рамках служения учениками в 2018 году. Выставка работы. Это благотворительная выставка, там сами дети комментируют в видео, что они организовали выставку, сами ее запланировали, организовали, совместно с учителями нашей школы, и все вырученные средства пожертвовали на благотворительные цели. Давайте оттуда откроем. Students of NIMB, and today we're at Nazarbayev University on fundraising. Мы пришли в Назарбаевский университет с целью поучаствовать и посетить ярмарку, благотворительную ярмарку, в которой все вырученные средства пойдут в Дом матери. Нам очень приятно делать такие добрые дела, потому что у нас у всех есть маленькие сестренки, братишки, и нам приятно хоть немного попытаться помочь им. Біз бұл жерде өзімізді өте жақсы сезінеміз. Оқушылар мен мұғалімдер бізді өте жылы қарсы алды. Және сіздерге де осындай жәрмеңкелерге жиі қатысыңыздар деп айтамын. Давайте делать добро вместе. Вот примерно такие проекты выполняют учащиеся. Также это может быть помощь канцтоварами, это в качестве примеров, чтобы вам было более понятно. Многодетным семьям, которая организовалась, например, в 2018 году. Ученики самостоятельно находят адресы, с помощью нас, конечно, и доставляют. День пожилых, который был организован в 2017 году. И, например, то, что в рамках служения называется сервис-юнитом, чуть попозже объясню. Это когда служение организуется на
основе какого-то обучения, основе знаний, навыков предметных. Например, в 2019 году в нашей библиотеке ученики организовали совместно с учителем русского языка литературный вечер, поэтический вечер, на котором обнаружилось, что очень многие занимаются творчеством, создают какие-то произведения лирические, да, и сами видите вот на фотографии, что, оказывается, они нашли множество сообщников своих, тех, кто поддерживает эти идеи. То есть это служение нацелено не только на общество, на помощь другим, но и прежде всего для себя, потому что я, как активный участник, сам обучаюсь, сам учусь и развиваюсь. И немножко о формате. Служение обществу у нас проводится в двух форматах. Это сервис-юнит, как я уже ранее сказала, на основе предметных знаний. Это в основном проводится учителями на уроках. И сервис-проект – это служение, в рамках которого ученики могут сами предложить какие-то идеи, сами инициировать, сами полностью организоваться и достичь тех результатов, которые ставит для них школа. Все это может выполняться индивидуально или в группе, но важно, чтобы в течение 4 лет с 7 по 10 класс, вот то, что у нас называется MOIP, они достигли всех результатов, которые они себе ставят, цели или результаты, как они называют. Мы их называем результаты для того, чтобы ученики больше понимали то, что это необходимо достигать. Результаты обучения. Если в 7-8 классах ученики выполняют только сервис-юнит, то в 9-10 классе добавляется еще и сервис-проект. Это необходимо для того, чтобы покрыть больше результатов, достичь, показать больше своих навыков и развиться больше. И, к примеру, вот такие варианты сервис-проектов могут быть. Обучение разным видам физической и творческой деятельности, даже здесь, в школе. Такие идеи у нас очень популярны, потому что это не требует выхода куда-то за пределы школы, поиска каких-то посторонних нуждающихся. В школе это сервис-проект. Да, идеи сервис-проекта. Например, репетиторство в школе по разным предметам. Если один ученик нуждается в какой-то поддержке по предмету, то другие могут ему оказать это. Вязание для нуждающихся, сооружение скворечников и установка в парках. Этим занимаются очень часто у нас дети в 7-8 классах. Например, у нас есть такой юнит, как ресайклинг, где они используют переработанные вещи, уже вторичные переработки для создания каких-то полезных продуктов. Проведение мероприятий на определенную тему. У нас в школе очень много происходит всяких событий, праздников, очень важных дат, и ученики в этом участвуют. Повышение осведомленности внутри школьного сообщества, например, о проблемах каких-то в школе, проблемах учеников подросткового возраста или о правилах поведения в школе и так далее. Например, ученики старших классов могут помочь ученикам младших классов, 7 классов лучше адаптироваться в школе в сентябре-октябре. Самостоятельная организация мероприятий любого характера, развлекательного, спортивного и помощь учителям. У нас очень много обязанностей, часто ученики вызываются помочь. Все это делается для чего? Для того, чтобы мы, как международная школа, способствовали улучшению мира вокруг нас и решению глобальных проблем. Мы ставим перед учениками вот эти 17 проблем, которые ожидаем, они в какой-то степени смогут решить. Маленькие граждане нашей школы, они же являются гражданами всего мира и должны понимать, какие проблемы сейчас стоят перед ними в перспективе. И уже на этом этапе, начиная с 7 класса, они постепенно учатся тому, какие проблемы есть, как можно их решать, что для этого необходимо, каким я должен быть и так далее. И вот когда ученики подходят к планированию своего служения, служение выполняется один раз в течение года,
то есть один проект в год, они должны сразу запланировать себе, я их прошу, выберите, пожалуйста, какую-то одну глобальную проблему, которую вы сможете улучшить, каким-то образом решить. Это сервис-проект, не юнит. Это сервис-юнит и сервис-проект пока сейчас в целом. Мы дальше не будем сейчас разделять, потому что смысла нет. Суть общая, там немножко формат только разный. Цели одни. Цели одни, да. Но выполняется это не так вот раз и сделал. Да? Мы требуем от учеников, чтобы они подходили к этому более основательно, более осознанно и просим их пройти через 4 этапа по циклу исследования. Он стандартный везде. Это исследование, то есть на котором ученики начинают лучше понимать, узнавать для себя, в чем заключается эта проблема, что она собой представляет, какие количественные показатели могут быть по той или иной проблеме, касается ли эта проблема непосредственно нас или нет, и так далее, какие меры предпринимаются в отношении нее, и что бы я мог внести, какой вклад бы я мог сделать. После этого этапа идет этап планирования, когда ученики совместно в группах между собой они обсуждают, планируют прям детально для того, чтобы это действие, которое они запланировали на год, все-таки было реализовано в течение года. Потому что вот в рамках служения мы также учим учеников выполнять долгосрочные проекты, что само собой является уже довольно-таки непростым делом для учеников, для детей. Они должны помнить, во-первых, что им необходимо выполнить, они должны поставить для себя сроки. Помимо служения у них есть предметы, у них есть другие увлечения, курсы, у них должна быть своя личная жизнь. Поэтому уже начиная с 7 класса мы учим тому, как ученики могут постепенно организовать себя так, чтобы все успевать и чтобы ничто не осталось не достигнутым. Этап действия – это, собственно, то мероприятие, которое ученики запланировали, о которых я ранее говорила, и этап рефлексии. Рефлексия – это что-то вроде самоанализа с оценкой себя, своих действий, того воздействия, которое ученик оказывает, и о взаимодействии с другими людьми. В общем, такая всесторонняя, многоаспектная работа мыслительного характера о себе, как я учился, к чему я пришел, зачем я это делаю и так далее. То есть ученик на этапе рефлексии сам себя оценивает и сдает это или в написанном варианте, или в аудио-варианте, или в видеоформате тому человеку, который ему в этом помогал. Кстати, обращу внимание, что очень важно, служение не выполняется по отношению к родственникам, и это не может быть суммативная работа, которая оценивается. То есть это что-то такое дополнительное, которое не содержит в себе каких-то корыстных целей, в плане денег, или что я выполню служение, и за это мне поставят оценку по математике, например. Это что-то должно быть такое, идти от души искренне на помощь обществу. Цель служения обществу, как вы поняли, помогать обществу, применять знания и навыки, которые мы здесь в школе получаем, чтобы они все функционировали, чтобы они все работали, развивать эти новые навыки, таланты и интересы. По поводу талантов, ученики у нас имеют большую возможность, широкий выбор вариантов служения. Мы их не заставляем никогда, мы предлагаем им только варианты, и каждый ученик самостоятельно уже, опираясь на свои потребности, предпочтения, интересы, возрастные особенности, вообще особенности личности, сам может подобрать для себя служение, которое он будет выполнять. Мы стремимся учеников научить, как изменять мир к лучшему, быть причастным к этому, чтобы они не сидели в стороночке, а во всем этом активно участвовали. Быть ответственным гражданином и быть лидером. Лидерство – это сейчас у всех на устах, все к этому стремятся. Да. Таким образом, мы хотим в плане сервиса, чтобы ученики наши умели слушать другие мнения, умели заботиться друг о друге, умели планировать, умели создавать что-то новое,
А это, согласитесь, намного сложнее, да, чем просто сидеть на уроке и выполнять работу. То есть здесь требуется от ученика какое-то вдохновение, какая-то сила, не знаю, ну, в общем, какой-то интерес и стремление это сделать. И вот те 7 целей, к которым ученики стремятся при выполнении служения. Они установлены на все 4 года, то есть начиная с 7 класса, частями по несколько результатов ученики стараются показать, насколько они умеют, например, решать возникающие проблемы. Или, например, насколько они себя хорошо знают. То есть, если ученик прекрасно осведомлен о том, что я умею, например, я очень крутой организатор, я буду заниматься организацией концерта благотворительного. Если ученик о себе знает, что у него прекрасные аналитические способности, и он полностью посвящен, его интересы посвящены сфере IT, он может создать какое-нибудь приложение или, не знаю, сайт для каких-то целей, чтобы другим было очень удобно и полезно. Третий результат. Ученики обязательно должны планировать. У нас в школе постоянная красной нитью проходит то, что мы должны постоянно развивать у учеников самоорганизацию, самоуправление, потому что это как база, да, на чем держится вся учеба, вся наша спокойная жизнь в случае, если самоорганизация развивается со временем. И здесь вот тоже обсудить, оценить, запланировать мероприятия, которые инициируют учащиеся, тоже вот является одним из результатов. Упорное достижение цели, это подразумевает под собой то, что если у ученика случилась какая-то там сложность, проблема, например, из группы 5-6 человек, один ученик там улетел по необходимости, в связи с семейными обстоятельствами, да, или как-то вышел из учебы на некоторое время, на месяц, например, а им необходимо выполнять служение, как они должны поступить? То есть они должны найти какие-то другие способы, таким образом, чтобы служение было выполнено, действие было реализовано. И ученики вот стараются, пытаются, находят разные способы, как это можно переформатировать, перераспределить роли таким образом, чтобы не было ущерба делу. Пятый результат – работать совместно с другими людьми. Мы все люди мира, мы все должны понимать друг друга не только на местном уровне, но и на международном уровне. Не говоря уже о том, что мы должны коммуницировать между собой, понимать друг друга, заботиться друг о друге и так далее. 6-7 результаты, они, как я, как координатор, рекомендую их больше брать для учеников 9-10 классов. Здесь есть родители учеников старших классов? Вот, больше для них, потому что здесь требуется развитие межкультурного мышления через глобальное взаимодействие, то есть они уже должны мыслить в рамках планеты, в рамках всего мира, выходить из стен школы и быть более осведомленными на уровне глобальном. И ученики 7 класса видят эти цели, и они постепенно к ним подходят. Это делается через многоязычие. Как вы видели, на Назарбаев университете ученики презентовали свое служение на 3 языках. И другие варианты – это налаживание связей с учениками других школ, с организациями международными и так далее. Участие как волонтер в каких-то, здравствуйте, проходите, участие как волонтер в каких-то важных проектах, посвященных такой тематике. И этические последствия своих поступков. Мы взрослые, нам это все понятно, а дети учатся понимать, как их действия, поступки влияют на других людей, на учет, на мораль, на ценности. И они учатся выполнять такое действие, которое не будет негативно сказываться на этических представлениях других людей. Потому что, например, ученик поедет в другую страну, не так далеко, когда они поедут у вас куда-то поступать, многие сейчас учатся за рубежом, так, чтобы они все это учитывали и были полноценными членами общества любого, не только нашего казахстанского. Вот. По отношению этих 7 целей ученики рефлексируют. Например, ученик 7 класса выбирает там 2-3 цели и рефлексирует в отношении них. Насколько я стал
более осведомлен о себе и так далее. Делается это в любой форме. И последний пункт, который я бы хотела показать перед тем, как пройти дальше, это почему важно выполнять служение. Служение у нас является компонентом вот этой IB-системы большой, и оно ведет нас к чему-то большему. Например, если в 7 классе ученики в рамках сервис-юнита выбирают только 3 результата обучения на выбор, какие ему удобны или подходят для этого действия, то в 8 классе присоединяются еще 2. Таким образом, мы можем открыть 5 результатов обучения. Далее идет 9 класс, где 6 результатов обучения, но должны уже быть покрыты в рамках 2 проектов. Это сервис-юнит. Сервис-юнит делается больше на уроках с помощью учителя. Здесь уже требуется большая самостоятельность от учеников в рамках сервис-проекта. И в то же время сервис-проект позволяет ему покрыть эти результаты. Потому что не любое действие позволяет, как видите, они очень разнообразны, да, эти результаты. Не любое действие может позволить покрыть, например, показать, насколько ты упорен, или этические последствия. И для того, чтобы учеников было много, не ограничивали в возможностях, предлагается выполнять 2 проекта. В 10 классе ученики уже должны покрыть полностью 7 результатов обучения. При этом те результаты, которые они показывали здесь, могут быть пересмотрены для того, чтобы ученик сам видел, как он растет с 7 класса дальше и выше. Например, здесь он сделал что-то такое локальное, в 10 классе он сделать может что-нибудь на уровне школы, например, или на уровне города. И ученик видит, как он растет постепенно. Но здесь основная нагрузка на ученика появляется, что к сервис-юниту, к сервис-проекту добавляется еще и персональный проект. Персональный проект – это тоже самоинициированный учеником проект, который полностью зависит от него, зависит от его интересов, и он здесь может развивать вот именно свою личность, свое хобби, но это большая нагрузка. Как правило, ученикам очень нравится, но опять же необходимо планировать и четко определять для себя сроки, когда ты все это будешь делать. И к чему мы это все ведем? Все мы идем в ДП, в старшую школу, все мы хотим поступить в лучшие университеты. В ДП все то, что мы выполняли с 7 класса, представлено в виде Creativity Activity Service или CAS. Мы называем его класс. Вот видите посрединке A. Она расшифровывается как Activity Service, то есть это все то же самое, что мы учили учеников с 7 класса. Если ученик с 7 класса выполняет постепенно, равномерно, систематически служение и показывает хорошие результаты, то он гарантированно сможет легко подойти к КАС и все это выполнить. А в ДП нагрузка опять, она повышается, она усложняется. И у учеников должны быть уже развитые навыки. Не так, чтобы он встал перед необходимостью все это делать, а постепенно, к чему я веду, что необходимо выполнять каждый год. И вот я обращаюсь к вам как родителям, чтобы вы очень рада, что слушаете так внимательно, вникаете, что необходимо разговаривать с учениками об этом. Не знаю, хотя бы понимать, чем занимается ученик, чтобы не какое там служение, а вот я понимаю, а что ты делаешь? Хоть в какой-то легкой степени. Вот. Извините, вопрос. Да. Спасибо. А вот результаты обучения, мы сами выбрали их, там список был, цели, да? Цели. Да. То есть ребенок сам выбирает 5 целей. У нас сейчас 8 класс, и мы выбрали 5 целей. То есть сами, да? Да. То есть... Вот, например, ученик запланировал, что может ученик, какая идея, например? у нас мир подростка тема, сервис-юнит. И мы там было очень много целей, список целей, и мы выбрали 5. Но они они такие, можно сказать, общие такие цели. Общие, да. Общие, но каждую цель ученик, к нашей теме как-то ее подвязать? Они ко всем, не то что подвязать, они ко всем относятся, к любому действию, но каждый должен рефлексировать, думать о том, как он именно этого будет достигать. В рефлексии нужно отразить именно касательно нашей темы, да? Что мы достигли именно... Не темы, а своего развития, насколько я развилась. У нас же развитие идет в рамках темы «Мир подростков». Да. И писать именно
в этом ракурсе, да? Да, у нас есть наводящие вопросы, то есть мы не ставим учеников просто перед фактом, вот пишите об этом, да, вот дальше вы теряетесь, а что делать? Да. У нас есть прям по группам наводящие вопросы, на которые, отвечая, ученик может полностью покрыть их. Но при этом нужно отвечать более глубоко, более открыто, более связно, а не просто как бы краткие ответы. То есть думать надо, анализировать, рефлексировать о своем процессе, о том, что прошло с тобой. Можно было, Вопрос, да. во-первых, Следующий. вернуться к тому слайду, где вот результаты. И, Вот да. это. Вот здесь вот смотрите, сейчас сервис юниты, мы 7 класс первый раз, да, срок сдачи стоит в марте месяце. Что такое, как бы еще не совсем поняли. И дальше вот выбрали в рамках, допустим, русского языка. На следующий год мы должны также продолжить этот русский язык или как-то Нет, или в нет. рамках любого Нет, предмета нет, нет. выбирать. Почему-то вот там где-то русский, где-то Ученики social самостоятельно. study, что-то там повыбирали На они выбор, в начале на выбор. сентября. Если честно, наугад, насколько я поняла, выбирают. Да, да. Чисто так. Потом, Щелкнуть смотрите, надо. когда семиклассники к нам приходят в сентябре, мы проводим вводные сессии. Ну, понимаете, информации очень много, они же дети, они все не успевают схватить. Да, поэтому информации много, но нам необходимо вот, в школе, чтобы все выбрали в начале года. И в сентябре мы их просим, даем академического лидера, который все им объясняет. Да. И ученик может каждый год брать разные предметы, разные результаты, да, в зависимости от того, что ему интересно, что ему нужно. И все равно покрытие, да, идет в этой Да, цели. да. Потому что В любом случае, да. если мы там, допустим, на одно направление выбрали, не проще его дальше развить до конца. Вот, и если ученик хочет, и это поощряется, ученик может продолжать развивать эту же тему. То есть к 10 классу он станет там специалистом в этой сфере, можно так сказать, да. А может он пойти по пути разнообразия своих интересов. Пробовать, да? Да, пробовать, испытывать себя. А можно вот желательно как практически прокаскадировать, вот, например, вот глобальная цель на одном примере проекта, может какой-то сможете? Вот я сейчас хотела, Да, да. какой-то. Я вот сейчас хотела предложить вам проверить, ознакомиться с рефлексиями учеников. Я принесла в письменном варианте. Предлагаю вам разделиться на 4 группы. Давайте я примерно вот так поставлю. Здесь 7 класс. Если не хотите, можете поменяться группой. 8 класс. Наверное. Давайте я так примерно разделю 10 класс. И туда делаем. Если хотите, можете поменяться местами. Я сейчас вам поставлю такие. У вас 8, да? 7. Вот 7 сюда. Нет, там типа. 7 же сюда? Нет, просто 7 здесь. 8, 8. А можно сказать 7 сюда? Есть родители 10 класса? 7 вот. Нет, это не обязательно, что если у вас ученик... Нет, там просто выйти, да. Можно нам 7? А, 3 человека. А вы 8 класс? Вы уже 8. А где 8? А 9? Есть еще это 7, да? А вы могли сказать? Вот это одинаково, да? Да, вот смотрите, что получается. И 7, да? Вот он выбрал 3 цели, да? Это вот из тех 7, которые он выбрал. Не, вообще 7 и 8. Ну ладно, давайте. Большой разницы нет же? Разница, в принципе, нет, чтобы вы могли увидеть. Там просто на казахском, на русском. А 7 класс на русском есть? Вот все, что я раздала, это... Я просто не знала количество учеников. Родителей сколько захотели. Вот что. Пошел кусок на стенде, да? Чтобы сделать этот квёр, то просто.
Короче, Когершина сказала, ничего не надо, и телефон. Роксан, разрешила, да? Ну, короче, знаете, я хотела служение Казахстану за счет вот этого на юрте хотела надпись сделать и все. Надпись нет, она, например, хотела бы полностью определить. Она сказала, что она напишет фотографии на стене. Какие-то деньги. Языки Кикина. Правильно, почему не хватит такой стиль, да? И она сделала для нас Каждая буква, да? 10 сантиметров. Сделано, да. Не, ну это сама не суть, просто нам когда мы пришли, сразу вначале нам сказали, какую служение сделать, поехать в дом престарелых, вот, да, там вот это ничего тут написано. Я уже говорю, что политическую жизнь, когда мы пришли, жена работает там в Казахстане. Там другие проекты, да, или все одинаковые? Это рефлексия. Это помню, по-моему, описывалось еще. Ну, смотрите, мы в начале года пришли, и нам сказали, в дом престарелых поехать, это тоже, вот здесь про юрту написано, да. Нам сказали, в дом престарелых по группам разделиться, и до конца года съездить в дом престарелых, или там детдом. Это одно и то же, да? Это служение обществу. Бедные детки на коробке, уже нужно все это посылать. Ребенок здесь пришел выбрал свою кола. Может говорить, я хотела за это, он все сделала. Это интересно, вот стоит шоссе, да? Который буква лезешь. Вот по отношению к этой рефлексии есть доказательства ученицы. В библиотеке, да? Она же про это говорит. Вот она еще предоставила видео доказательства. Нет, понятно, мне кажется, это разные рефлексии, это не обязательно, ну, тот же буквы. Ладно, давай. Они могут из сервис юнит, группа или каждый день? Нет, группа.
А вот этот студент, она одна выполняла. Это просто прошлогодний еще, тогда было индивидуально. Потом отойдет. Они утверждали, что служение должно быть в каждой параллели. Мы пробовали, нам сказали, нет, но эксперту написали, нет. Там написали в ВНП, они опять отправили нас к эксперту, там они только написали, нет. Мы просто сейчас хотим по результатам сделать меньше, чтобы если он в седьмом покрыл, чтобы он мог их больше не брать. Если он на высоком уровне показал, ученик в седьмом классе 3 результата, он может их не брать. Потом опять как бы не пересматривать, не улучшать, что если не на высоком уровне. Да. А если у него там ближе к ожиданиям, там, низкие или вообще не покрыт, то он должен быть вот эти работать. Так, Они оцениваются? да. Клестер, видите? Горячий. Сделала этот макет. Да. Клиент как-то, можно это слово, я решила, клиент как-то. Дальше. А все, я иду туда, у меня сколько продала, туда деньги. Слушай, мы это же никому бесплатно, это же служение. Нет, я думаю, может быть, по служению обществу клиенты не живут, вот это шансы. Вот, мне кажется, он продала, какой-то дом приобретет. Может быть, куда-то деньги отдать на благотворительность. Ну, это все, где тоже просто ярмарки благотворительность так проходят, они продают и зарабатывают на этом деньги, отдают благотворительность. Он получается на... Это еще третье, да? Давайте помигаемся, мы тоже что просмотрим. Нельзя распространять. Так, уважаемые родители, я вижу, что многие уже закончили читать, ознакомились. В целом представление сложилось. Хотела бы сейчас спросить у вас отзыв, ну, если есть желающие, по параллелям, например, 7-я параллель, 8-я, 9-я, да, 10-я у нас не сколько постребовала, почему-то оказалось. Рассказать то, что вас впечатлило, что интересного вы там увидели, вот какие, не знаю, да, основные моменты по рефлексии, если есть желающие. Я говорю, ребенок... Понимание, да, не сложилось у нас. Нет, я думаю, что ребенок, вот он выбрал, он пришел в 7 класс, он выбрал то, что он хотел бы сделать, а потом он уже рефлексирует, он думает, я мог бы это сделать, я мог бы то сделать, но мне приходится делать вот это. Бывает так, да. Да, вот я смотрю, потому что ребенок, он мучается выбором. Это здесь так написано. Да, он говорит, я мог бы благотворительностью заняться, мог бы поехать там в детский дом, а получается, ну, я выбрал уже Но вот в проект. следующий раз зато он будет знать, что, когда именно выбирать надо, что я буду делать, будет более таким схватким. Ну, у нас вот детки, когда пришли, они сразу выбрали дом престарелых. Вот, и мы до сих пор это не осуществили. Это как-то без нас может проходить или это все-таки... Вот это один из пунктиков, да. Нет, в плане того, что вторая четверть заканчивается, а мы пока еще даже не в курсе, что происходит. Посмотрите, у вашего ребенка вы говорили в марте, да, срок? Я говорю. Вы да, в марте. тоже У детей у нас есть большие сроки, там семестр, первый и второй, но внутри тоже есть месяца, да, и мы не рекомендуем им растягивать это прям на года, ну, не знаю, на весь год, потому что это ведет к тому, что к концу года набирается очень много дел, всякие тестовые недели, все суммативки, и ученик не может это выполнить. Уставшие в конце года обычно не очень хорошие результаты, да. Поэтому мы их призываем делать это, не знаю, максимально вот сейчас стараться. По поводу выбора, да, ученики могут все выбрать, не все ориентируются быстро, не все знают себя, что он хотел бы, да, выбрать. Ну, вот через таким способом проб и ошибок ученик познает себя и учится. Желающих рассказать нет, да? Если нет вопросов, может тогда? Да. Может быть, возникли какие-то идеи, с чем вы хотели поделиться? У меня такой рефлексия, я так понимаю, это итог, да?
Да. Она начинает расписывать как изначально, как это несут, проводить. Потом в конце и кто там буквально немножко. Насколько? Или вообще эта работа оценивается? Эта работа оценивается по вот этим результатам, которые ранее показывала, 7 результатам. Некоторые видели, да, что ученики прям пишут первый результат и там, что они думают о себе. Нет, по служению работы никуда не отправляются. Мы внутри школы сами это все оцениваем. По вот этим результатам уровни есть. Не выполнил служение, ближе к ожиданиям, то есть постарался, но получилось не совсем то, что планировалось, соответствует ожиданиям, то есть все реализовано, но могло бы быть и лучше. И превышает ожидания. По каждому результату есть такая сетка. И вот, например, кураторы, да, тут сидят некоторые представители, они же являются лидерами. Мы ученикам предоставляем вот такую помощь, то есть учитель на уроке это все старается донести до учеников, как это делается через знания, как он может использовать навыки. Лидер служения, у каждого класса есть один лидер служения. Как правило, это куратор. В некоторых случаях, за неимением количества кураторов, у нас это учителя, учителя-предметники, с которыми ученик встречается буквально раз в месяц для того, чтобы проконсультироваться, получить какую-то информацию, помощь. Все, что необходимо ученику. Для этого ученик только должен приходить на встречи по необходимости, для своей личной необходимости. Есть координатор служения, который вот, например, сейчас я могу все это... Свои результаты вы увидели, чего у вас? Какие сегодняшнего дня с сервисью? Нам сказали, что как они я поняла. Свою работу, сервис юнита, свои результаты мы не увидели еще. В 8 классе. Почему? Результаты служения каждый год в конце семестра вводятся в семестровый отчет. И лидер, каждый лидер пишет комментарий по каждому ученику, как он выполнял в целом, и в общем, обзор. И выставляется уровень. Ну, давайте потом после встречи подойдете, посмотрим. И у меня к вам тогда вопрос как к родителям. Вот какую помощь могли бы вы оказать своим детям? Ну, понятно, да, что у детей сложности такие. На предмет приходишь, вроде бы тебя ведет учитель, да, а здесь необходимо, помимо того, что учитель предлагает, еще это развивать. Вот как бы вы могли помочь своим ученикам, не знаю, в плане общения, да? Может быть, вот вы задавали вопрос, можно ли это сделать без моего участия, да, чтобы он съездил в этот детский дом. Для нас, как для школы, для учителей, мы тоже с 7 до 5 работаем, да, у нас тоже есть семьи, и у нас лидеры служения тоже, да, испытывают большую сложность в том плане, что нужно выполнять какие-то выездные работы. Они нужны, да, они важны, и вот, не знаю, это хороший такой случай, чтобы узнать у вас, как бы вы это могли увидеть, как бы это могло реализовываться усилиями нашими, вашими, учеников. Нет, не так я вопрос задала. Я хотела вопрос задать. Делается что-то без нас? Вот у меня дочь не говорит, например, что они готовят, или там они на группы разбились. Я говорю, может происходить? Мы, конечно, будем участвовать, мы и финансово будем финансировать, да, правильно? Просто я хотела узнать, вот проходит какая-то работа, я у этого ребенка сегодня спрошу, потому что до конца года же этот проект надо закончить, правильно? Сроки есть. Да, поэтому... Нет, финансово, конечно, участвовать не надо, ну, минимально доехать до места назначения, где необходимо проводить. Вот. И у меня такой... У меня вот, что я поделюсь своим опытом, да, видите, я не то, что мой ребенок, я сама получила от сервиса юнита, власть, вы знаете, колоссальный такой, не знаю, немножечко такой, знаете, такой Удовлетворение. совместно, да, у нас и папа, и младшие дети были задействованы. И мы когда закончили проект, это была вот такая работа, которую мы совместно сделали. Что у нас было? Мы постановку сделали сказки экологической. Мне сам сын участвовал в конкурсе, сказка у него получилась, и мы ее решили как бы кукольно просто предоставить. Показывали в школе, в школе в первом классе, у младшей дочери получается, и она вот это участвовала, и как бы тоже зарядилась какой-то позитив, вообще интересно. Как бы очень такой положительный опыт. И я узнала своих детей немножко
другой стороны. И они меня узнали. Поэтому я советую очень. Когда служение выполняется хорошо и качественно, да, то это вдохновляет. И человек хочет дальше работать, да. Появляется заряд, появляется какая-то, не знаю, Главная мотивация. цель, наверное, проекта Ну, не секрет, наверное, не знаю, ну, в какой-то степени скажу, какая у нас проблема. В том, что ученики многие думают, что оценка не ставится, это никак не скажется на моем аттестате, не буду выполнять. Ну, у нас менталитет, да, особенность такая, что... То есть есть такие, кто не выполняет, да? Ну, обязательно, да, обязательно есть такие, потому что раньше это в аттестат не ставилось, с этого года все эти уровни достижений, которые ученик достиг, они будут выставляться в аттестат. Ну, хоть, может, как-то смотивируем их. Но здесь вот более важен вот этот аспект, то, что... Да, наверное, именно вот почему цель к 12 классу ребенок, у меня сын, он как бы вот вырос, да, вот именно в 4 проектах, он получил много каких-то вот эмоций положительных. И вот, наверное, в 12 классе каждый год ребенок будет свою картинку вот это вот все наполнять. В 12 классе действительно вот хорошее вот у нас направление, правильное. Вот. И я бы хотела ну, как бы, повторить, что нужна ваша помощь со стороны родителей. Мы взрослые, мы больше понимаем, мы больше видим, мы знаем своих детей лучше, да? Как к ним подойти, спросить, просто поговорить. Потому что ученик часто молчит, она у него где-то внутри, ну, не получается у него. Просто это вывести наружу и обсудить. Предложить какие-то легчайшие способы, на ваш взгляд, но для ученика это будет вот таким толчком, что это позволит ему это выполнить. Сейчас обсудите, пожалуйста, в мини-группах или в больших группах, что вы можете сделать, и попросила бы вас эту информацию донести до родителей в чате. Все вы состоите, да, в родительских чатах, потому что хорошо, что вы пришли, такие активные, отзывчивые, да, участвуете в этом. Прошу донести эту информацию до других родителей. Вот, если вам будет нужно, можете писать здесь. Самое эффективное, самое необходимое, то, что поможет вашим детям. Тему в самом начале. Они выбирают вначале, это не была рассылка, что нужно сделать, хотя они Нам эти вопросы надо, да? Ну, потому что здесь обычно такие активисты. Своим классом. Потому что мне бы хотелось, чтобы все знали какие-то итоги писать. Они сейчас тему не могут поменять, если они, например, выбрали сервис юнит, и, например, вот, ну, как бы... Младшим классом я разрешаю, да, потому что вот вы говорите же, на обум выбрали, потому что нужно было. Я разрешаю, да. Потому что вот мы сейчас обсуждаем, вообще не знаем. Впервые слышу про это, мне дочка не рассказывала. Вот, они не Поговорю, на рассказывают. какую тему она выбрала, социально набираешь. А мой, мне кажется, выбрал лишь бы отодвинуть. Если есть такая необходимость, да, но не 5 раз в год менять, да, а вот если есть необходимость, они когда приходят, я спрашиваю, почему, ну, как, что случилось, для чего ты это делаешь. Если есть объяснение, то меняю, да. Ну, особенно младший класс. Старшими уже разговоров нет. Ну, чтобы осознанно подошли. Да, и да, вот, конечно. У нас цель, чтобы это все выполнилось, чтобы ученик понял. ну, вот этот вопрос, что сразу, если хорошо направление смежное, ближе к себе выберешь, то, по-моему, вообще легче потом. Да, конечно. А классами можно объединяться? Например, казахским классом, 7А и 7Б. Я не понимаю. Например, нам надо съездить в юнит, похож на съездить надо в дом пенсионеров. Ну, как бы престарелых. Это не то, что нужно. Уже, наверное,
ученикам предложили, и он, наверное, так выбрал. Может быть, группа появилась, и он к ним присоединился, да. Сам не понял, почему. Ну, как-то это должен съездить в дом пенсионера, это звучит странно уже. Да. То есть у ученика должна быть своя цель. Почему я туда еду и зачем? В 7 классах ученики часто потеряны, они привыкают в школе, да, им очень все сложно, не понимают вообще особенности, да. Они могут вот так вот выбрать, да. Да. Поэтому они могут поменять. Тем более 7 класс у нас все практически на второй семестр остались. Ну, вот на так, первый мы не планировали, чтобы подальше. Ну вот поговорите. Нам надо в этой части, в эти 3 месяца, за эти 3 месяца сделать, чтобы не было. Нет, этого не хватит. Ученик сам ставит, да, себе? Да. Нет, дедлайны у нас по юнитам, сейчас по сервис юнитам. Да, но они эти дедлайны видят все. Да? Они видят их, да. Да. Сроки я видела и какие-то цели. Да. Она говорит, нам мне сказали 3 цели. 3, но ты закрыл все. Ну вот как вот ребенок мучается здесь с выбором, обязательно выбор. И когда понял, что можно было сделать, Потому что вот даже на общеродительском собрании, когда в начале сентября директор презентовал на какой-то где ребенок работал 100 лет и потом выпустил ДП, сборник, тоже помогал социальной работе, выпустил книгу. Это как уже получается своего рода результат такой, да, работы. Да. Это же все ради служения. Ну я не знаю именно вот про этот результат. Не помните? Директор презентовал какую-то книгу. Ахмади. Это персональный проект. Да. Это персональный, да? Но персональный очень похож с сервисом, да. Это чуть немного другое. Персональный только в 10 классе. Другой компонент. Ладно. Да. Уважаемые родители, так как у нас осталось 5 минут, у нас у всех время, да, давайте проведем небольшой такой, как бы заключение небольшое, по вопросам пройдемся вообще. Потом хотелось бы от вас, вот, если вы написали на листочках, собрать, наверное, информацию. Если нет, то, наверное, самим нужно. вот по 3 этим вопросам, которые мы вам задавали, что необходимо донести до всех родителей вот, через WhatsApp-чат, как они могут помочь своим детям и почему важно выполнять служение обществу. Есть у нас желающие, кто бы хотел? Да, конечно. Посовещались, решили, что самое главное, что мы можем, одно из первых, что мы можем сделать для нашего ребенка, это помощь планированию. Потому что согласно до последнего момента могут дотянуть, напоминать, организовывать, помочь им с временем организации. Но самое главное, с организацией самого мероприятия, также финансово, где-то может быть привести ребенка. Ну и остальные какие-то согласно его теме, да? Информировать ребенка по теме, может у него недостаток информации, которому нужно помочь, что с этим делать, куда надо съездить, с кем пообщаться. И заключительное, то, что мы написали, это вот в конце, когда они пишут рефлексию, они же ищут себе слабые стороны, что им не хватает. Допустим, вот мы с мамой решили, что у ребенка часто бывает, что недостаточный развит казахский язык. В общении с детьми, там девочка писала, что они делали в центре помощи. Вот, допустим, мы решили, что ребенку нужно помочь с казахским языком. Это такие вот именно минусы потом, которые ребенок сам себе выявил, ему помочь с этими минусами, дальше сделать из них плюсы. То есть отлично, вот смотрите, уважаемые родители, мы выявляем в 7, допустим, или в 8 классе такую слабую сторону ученика. Далее, для того, чтобы дойти до уровня, что ученик в следующий раз сможет на казахском языке полностью донести свои мысли, общаться с другими детьми, с учителями, с другими родителями и так далее, с другими людьми, в 9-10 классе он может также выбрать этот результат, но уже более сложнее уровнем. То есть до этого я прорефлексировала, да, оказывается, мне необходимо навыки какие-то коммуникации развивать, да. То есть я выбираю на следующий год данный навык, прорабатываю его, узнаю какие-то техники, разговариваю с родителями, разговариваю с учителями, с другими учениками, возможно, куда-то на ораторское мастерство, допустим, записываюсь в школе, да, на кружок, развиваю свои навыки. На следующий год я опять беру эту цель, то есть на следующий год я уже
полностью развиваю до нужного уровня, и уже спокойно эта слабая моя сторона становится моей сильной стороной. То есть основное, как бы, основной фокус является вот здесь, вот что, почему вот Олжан Кужбанин сказала, что можно выбирать те цели, которые выбрал в 7 классе, результаты, можно в 10 выбрать. То есть, но уже не так, что вот, как я сделала в 7 классе на уровне, да, там, лишь бы, да, вот нет, должен быть прогресс. То есть, насколько я смог развиваться вот по этим learning outcomes, по этим результатам оценивания. То есть, и как раз таки, что вот самое необходимое, вот как вы отметили, это вот чтобы служение шло вот изнутри, вот от всего сердца, не корыстно, да, вот что я хочу помочь. Не в плане, что вот, мне нужно сделать служение, мне нужно, потому что результаты покрыть в школе, да, и написать рефлексию, чтобы от меня отстали. Нет. То есть это для того, чтобы ребенок развивался академически и развивался, чтобы он мог помочь обществу. Потому что ребенок в будущем, он как бы будет взрослым человеком, который будет помогать другим. То есть даже то же самое, провести бабушку через дорогу, помочь, это то же самое служение, да. Ну, для того, чтобы, как бы, здесь такой небольшой процесс. Вы запланировали, а бабушка, вы видите, что не может пройти, допустим, у нее сумки тяжелые. Ну, например, да, это такой процесс, который быстро проходит в голове. Увидели, ну, бабушка не может, сумки тяжелые, вы думаете, ну, помогу ей пройти. Взял сумки, помог бабушке, спасибо, бабушка сказала, все. И вы получаете что? Как бы вам благодарность. Это примерно тот же самый процесс, только он в более масштабном плане. Что если в 7-8 классе он более в школе проходит, в рамках города больше, да, в 9-10 классе он больше идет формата именно глобального масштаба. То есть, хотелось бы все-таки, чтобы родители чаще приходили и помогали детям, потому что вот особенно в 7-8 классе именно с логистикой, потому что дети не знают, как доехать до, допустим, больницы, когда хотят помочь, найти садик, допустим, найти семьи какие-то, да, то есть у родителей здесь больше контактов, больше связей, и вы можете как бы больше нам помочь именно в этой степени. Возможно, где-то у нас, вот мы работаем через клуб добряков Астаны, они вот говорят зачастую, такая-то семья нуждается там в канцтоварах, в вещах, в продуктах питания, да, там, и так далее. То есть через такие вот моменты мы выходим, но мы не всех можем охватить, как бы школа все равно, понимаете, да? А родители у вас как бы все равно разносторонние больше, и с этой стороны как бы хотелось ваше участие, чтобы помочь детям. Да. Только не поймите так, что вы должны на себя взять эту ношу, да, это ученик должен выполнять. Вы можете выполнять поддержку, не знаю, вдохновлять ученика, сказать, у тебя все получится, ты смотри, у тебя все есть. Не расстраивайся, ну, не знаю, дать контакты какие-то. В таком плане, а не так, что я сейчас пойду за тебя, пока ты будешь на уроках, я съезжу, да. Не так, это должен делать сам ученик. Мы каждый год участвуем в благотворительной ярмарке вот, от посольства. И получается, вот я вижу детки, как у них глаза горят, вот Нурор, да, там НИШ международный. Они все такие довольные, они все деньги отправляют благотворительно, сами что-то пекут, что-то делают, там дома находят старые предметы, вещи. Вот я думаю, вот это вот хорошее служение, когда ребенок сам участие принимает. Вот если ваш ребенок хочет поучаствовать где-то летом, это тоже будет являться служением. Только в рамках сервис-проекта. Вот в 9-10 классе, если он что-то захочет сам, вот, во внеучебное время, у него есть дополнительные 2 месяца до 3 месяца, это тоже может быть служением. Поэтому не считайте, что если я вот от своей души участвую в этом благотворительном каком-то мероприятии, но в школе мне нужно еще делать что-то. Нет, это все как бы соотносится. Спасибо, поняли. Уважаемые родители, есть ли у вас вопросы касательно служения обществу? Это индивидуально или могут дети вот собраться, группой сделать? Вот я слышала, что девочки с группой. Да, говорила. Может индивидуально, может быть в группе. В начале года они определяются, как они будут делать. То есть они сначала делают в группе, потом индивидуально, да? Или да, пишут, работают в группе, а писать необходимо обязательно индивидуально, потому что у каждого свой рост. Ну вот я слышала, что девочки собираются в детский дом пойти, да, дочка говорила, в общем, но она не говорила, что это я должна сделать. Она говорила, что мы пойдем туда, мы сделаем. Потому что одному очень тяжело, одному сложно. Да, вот я просто думаю, потом она должна это все написать. А потом просто каждый со своей вот перспективы, со своей точки зрения пишет свою рефлексию, насколько я смог как бы развить какие-то навыки, что-то вот по результатам. Вот. Потому что то, что я сделала, к примеру, если я
у меня навыки коммуникации хорошие, допустим, может быть, что-то у меня с тайм-менеджмент проблемы, а вот у Жан с тайм-менеджментом проблем нет. У нее, возможно, навыки коммуникации как бы нужно необходимо развивать, да, то есть и каждый пишет именно для себя, что ему нужно. То есть поэтому это индивидуальный подход. Спасибо огромное, давайте поблагодарим. Сегодня координатор по служению Назарбаевской интеллектуальной школы Ужан Кушебековна рассказала нам о том, что выполняют дети в рамках служения обществу, так называемого компонента обучения учащихся в международном бакалавриате. И многие из нас впервые услышали вообще о том, что наши дети занимаются такой деятельностью. И, конечно, мы были воодушевлены тем, что наших детей обучают работать с собой, с обществом, рефлексировать, то есть помимо тех предметных знаний, которые они получают на уроках, они учатся помогать людям, учатся взаимодействовать с разными сообществами, учатся познавать самого себя в том смысле, что они могли бы сделать для улучшения мира. И нам, конечно, это очень понравилось, и призыв, который мы слышали от учителей этой школы, помогать нашим детям в осуществлении этих проектов, мы, конечно, с энтузиазмом восприняли и будем помогать нашим детям. Многие родители отзываются об этой работе очень хорошо. То есть они видят, как их дети развиваются в умении и навыках взаимодействия с коллективом, со своими сверстниками, с учителями, с детьми, с людьми, которым необходима их помощь. И спасибо им большое за эту работу. Сегодняшняя сессия была очень познавательна, так как тема сервис-юнит, она наиболее, наверное, интересна родителям, потому что это одна из таких работ у наших детей, масштабных, можно сказать, глобальных, где помощь родителя, она необходима, потому что в этой работе можно поделиться своим собственным опытом. Мой сын в 7 классе писал сервис-юнит, и данную работу делала вся наша семья, и в результате мы получили колоссальный опыт общения между собой, как это было интересно узнать своих детей с новой стороны. Также мои дети меня узнали с новой, потому что ранее даже как бы в нашей семье данные вопросы не поднимались, такие какие-то общие, интересные, именно направленные на служение обществу. Эта тема оказалась очень интересной и очень полезной, потому что она в первую очередь в наших детях вырабатывает именно служение обществу, то есть доброту. Формирование личности очень важным аспектом является. Именно завтра какой человек будет какая личность будет у нас в обществе. Поэтому считаю, что данное направление очень правильное, очень интересное. Поэтому, уважаемые родители, принимайте непосредственное участие. Это будет интересно и вам, и вашему ребенку. Спасибо.